Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива», с вами Юрий Гиммельфарб, Александр Глущенко. И сегодня у нас в гостях эксперт общероссийского движения за права человека Руслан Албаков. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Албак. Мярчи. У меня двойная фамилия, второй такой фамилии среди ингушей нет. Понял, спасибо, учту. Друзья, мы знаем, что с осени прошлого года в Республике Ингушетия обстановка не разряжается, а только с каждым днем накаляется. И вот мы попросили уважаемого Руслана рассказать, что происходит в Ингушетии. Но для начала, Руслан, к вам вопрос такой. Вы не могли бы вкратце рассказать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь? Ну, я родился в Киргизии, в русскоязычной, что называется, среде. Турки, уйгуры, казахи, немцы. Вот я говорю, русскоязычная среда, донгане. В общем, мы все дети детей спецпереселенцев. Украинцы там, ну, в общем, потомки спецпереселенцев. Дети детей спецпереселенцев. Ну, естественно, язык общения у нас был русский. Вот, и я с детства говорил с турками на турецком. Ну, естественно, с русскими, на русском. Друг у меня с 6 лет был казах Эдик Бальтурков. С ним как по-казахски, ну, естественно, у него дома, в быту, по-казахски. В общем, с детства мне приходилось говорить на 4 языках. К сожалению, своих соотечественников я только встретил в армии, когда призвался. Ну, чеченцев, ингушей я встретил там. И я, в сущности, не заметил какой-то вот ментальной разницы между собой и ими. Единственный был мой недостаток, что я не знаю родного языка. Вот. А по ментальному я ничем от них не отличался. Кто служил в советской армии, знает, если есть ингуш, чеченец, то порядок, дисциплина обеспечивали именно наши ребята. Война. Вот. Потом, после армии, я, пока был в армии, мои родители переехали на родину туда, в село Чермен. Я приехал 29 дней, я вот ходил, что называется, не мог адаптироваться, потому что в армии я был, я извиняюсь, авторитетом, у меня не было ни лыж, ничего, но ни старшина, даже ни офицеры не решали вопросы, которые решал я против, в батальоне и так далее. А тут я, что называю, белая ворона. Я уехал в Ленинград, я в Ленинграде служил. И там остался, поступил на фабрику Госзнака на работу. Меня тут же стали коммунисты, что называется, рядить. А в детстве я был хулиганом, у меня судимость за хулиганство. Ну, драки вот эти, знаете. Вот, я говорю, ну какой я коммунист? Я-то думал, коммунисты это святые люди, ну, это что такое? Как-то воспитывала пропаганда. Вот. Я говорю, я недостоин быть коммунистом. Я искренне вот понимал, что я недостоин. Это же что-то священное. Вот. Ну, меня убить. Пришла наша парторг, женщина, и показывает вырезку статьи, что через определенное время в газете «Правда» по каким-то статьям таким моя судимость как бы аннулируется. Я могу добросовестно. Но я прихожу на партийное собрание, вот, и захожу, смотрю, боже мой, кто ж там сидит? Я готовился, я 2 ночи не спал. Устав учил, готовился там, ну, что-то такое внятное, чтобы я мог этим коммунистам сказать от себя. Прихожу, а там сидят алкаши. Понятно. Те, которые после смены собираются по рублю, идут в шалман
Вот. Я просто растерялся. Это коммунисты. Я плохо себе представлял, я же не знал. Фабрика большая. Вот. Я просто растерялся. Думал, вот это я попал. Ну, попал и попал, что называется. В общем, назвался груздем, полезай в кузов. Вот так вот я стал, что называется, коммунистом. Я готовился поступать в Ленинграде. Вот, и уже вот буквально вот должен был поступать, приехал на коне в отпуск домой весной и обрадовать. А поступать я собирался в Амхат, в Ефремову, вот, на режиссерское. Ну, мечта такая была юности. Приехал домой обрадовать. Когда я это объявил здесь, я извиняюсь, здесь траур был. Общий, семейный траур там. Я был в шоке. У меня была возможность зацепиться. Если бы даже я в тот год не поступил, мне друзья помогали, я мог остаться в общежитии помощника режиссера, вот Ефремов. У него в общежитии комната была, он там не жил. Я мог жить там, друзья обещали меня поддерживать консервами и так далее. Устроили бы меня там осветителем, я не знаю, кем-то в театре. Но на следующий год еще какой-то... Я все равно бы добился своего, но не судьба. Здесь устроили траур, и меня категорически езжай, увольняйся, домой, и все. И вот так вот... В этот же год, как я приехал сюда, поступил в Северо-Осетинский государственный университет сходу. Ну, возможно, потому что был коммунист, и им для галочки нужно было, чтобы представительство было там. Девочка чеченка одна была, я один ингуш, ну, понимаете, да, вот это, для проформы. Ну, стал учиться, стал открывать для себя Северный Кавказ. Ну, замечательный университет, очень... теплые у меня воспоминания. Я всего 2 года проучился на 2-м курсе, во 2-м семестре. Я наконец-таки положил на стол этот партбилет этому нашему парторгу. Я говорю, с меня хватит, я больше не могу ходить на эти собрания, этот формализм. Ну, достало. И тут началось вот эта возня. У нас Галазов тогда был ректором. Вот. И возня началась, меня таскали по всем инстанциям там, и так далее. Позже, когда Галазов стал президентом, я задумался, я понял, что вот теперь мы ушли попали. Потому что я прекрасно знал этого человека, неоднократно мне приходилось с ним общаться, и тет-а-тет. Шлюпка циничный, человек, ну, человека-ненавистник. Он не только любит, он вообще всех не любит. Ну, высокомерие и цинизм – это его лицо. И вот когда он стал президентом Осетии, я понял, что мы попали. Но недолго осталось ждать то, что произошло в 1992 году. Второй курс у меня заканчивался уже, а до этого я сдавал экзамены, я вам честно признаюсь, вот прихожу, поднимаю билет по истории, по психологии, по другим предметам, русскому языку, поднимаю билет, называю вопрос, преподаватель говорит, иди 5. Сразу же мои сокурсники сидят, никто не возражает, потому что я был самый активный студент на практических занятиях и так далее. Чтобы не тратить на меня время, сразу же иди 5. А в конце 2-го курса завкафедры наш заявляет, а экзамен это ты не сдашь? Я говорю, как не сдам? Ну, я был немножко удивлен. И тут до меня дошло. Они хотят меня, что называется, конкретно запороть и выставить как, я извиняюсь, человека-двоечника. Но я не хотел им позволить такую роскошь, забрал документы. Ну, так вот не состоялось у меня. А сейчас вы где живете? Сейчас я потом вернулся опять в Ленинград, женился, у меня 2 сына от русской. Вот. Старший работает в этом Росатоме, младший в крупной компании какой-то. Вот. Устроились дети. Я почему потом опять вернулся сюда?
у меня мать парализовала после инсульта, а я единственный сын. А у ингушей, вот, особенность ингушей, что теща не может. У меня две сестры есть, но теща по нашим канонам не может жить в семье со своим дядей. Я Оле говорю: Оль, поехали, говорю, я единственный сын, я должен приехать к матери. Она говорит: Рус, ты с ума сошел. Они сюда приезжают, как они ко мне относились, ну, там, в Питере. А что меня ждет у вас там? Ну, я задумался, действительно, я сам белая ворона. Я извиняюсь, здесь. Еще и детей, и Олю, ну, здесь просто кошмар, не жить. Ну, мы общаемся, естественно. Ну, в общем, сложилось вот это, и пришлось здесь, именно пришлось жениться здесь. Потому что за матерью нужен уход. И я здесь 3 раза женился. Сейчас уже 3-й брак у меня. К сожалению, первые 2 психологически с моей матерью не ужились, а мать у нас священная. Ну, сами понимаете, у нас народ немножко своеобразный. Вот. И вот сейчас 3-й раз, и вот она при мне 2 детей подарила, девочку и мальчика. Ну, вот так я и живу. Работал здесь сначала научным сотрудником мемориального комплекса жертвам репрессий на Зране. Вот. Потом, вот в конце 2007 года окунулся в это протестное движение, как-то так все само собой получилось. Стал активным участником этого движения. Вот Магомед Евлоев, Макшари Паушев, Султангирей Хашигульгов, Еждоса. Мы их потеряли. Наша борьба была очень жестокая, я имею в виду. Мы потеряли этих людей. Магомед Хазбиев, вот из нашей такой активной 5-ки, я и Магомед Хазбиев пока остались живы, но Магомеда Хазбиев, он сейчас вот как раз именно политзаключенный. Вот если на сегодняшний день единственный политзаключенный, который находится сейчас, срок отбывает, это Магомед Хазбиев. А те, кто сейчас находится арестованы в СИЗО, я пока не могу назвать их политзаключенными, потому что неизвестно, чем эта история закончится. Потом перед ним правду. Но к этому мы перейдем. Я просто хотел коснуться вот этих вот, раз невольно я перешел на эти этапы протестного движения. Активная фаза общественников Ингушетии началась в 2006 году. Магомед Муцоргов, Муса Мальсагов, председатель регионального отделения Красного Креста, Руслан Бадалов, это Чеченский комитет национального спасения, по-моему, и мы создали Координационный совет неправительственных организаций. У меня тогда был историко-культурный центр, моя организация, юридически зарегистрирована. И мы реагировали на все вот эти вот проблемы, которые происходят у нас, на похищение, на убийство, реагировали в интернете, естественно, проводили эти заседания, собрания. Мы не могли молчать, то, что происходит вокруг. И вот активная фаза вот этих уже протестных митингов, там, каких-то выступлений началась с Макшари Паушева, когда его сына и племянника здесь работала группа из Чечни, вот, украли этих ребят, вот, и был риск, что он их потеряет. И тогда он собрал митинг, у нас есть такой завод, Таймах называется, там перекрыл переезд. И, кстати, вот меня осудили вот за этот митинг. Я там не был, я попал в аварию накануне этого митинга, весь битый лежал дома. Но если бы я был бы, конечно, здоров, я бы там был, естественно. Но я лежал дома, я не мог встать, и вся улица в соседних детей тому. А вот меня как раз судили за этот митинг, и якобы я на этом митинге булыжником бросил в ОМОНовца, повредил ему руку и так далее. Но абсурд полный. У нас вообще здесь
Я вот потом, позже, когда коснемся вот истории с Малсагом Ужаховым там, и так далее, у Петросяна есть этот театр «Кривое зеркало». Смотрите иногда, да? Я порой иногда тоже включаю этот «Сарафан», по-моему, называется этот канал. Вот. И когда смотрю это «Кривое зеркало», думаю, боже мой, персонажи вот у нас здесь, в каждом учреждении, в каждой структуре, вот они здесь, не надо нам смотреть телевизор или ходить в театр, у нас здесь все присутствует. Так вот, меня начали в конце, завели уголовное дело уже в ноябре, после ноябрьского митинга, 24 ноября, когда 6-летнего мальчика Амреева убили Чемульга. Но я там не мог уже не выйти, когда вот было объявлено в сетях, что будет митинг. Я подготовил доклад, выступил, так же так. Я работал в мемориальном комплексе, и с трагедией нашего народа я ежедневно несколько раз проводил экскурсии. И я не мог просто так рассказывать о трагедии. Все время через сердце пропускал, и порой с работы я уходил выжатый как лимон. Мне сил не хватало, приходил домой и просто выключался. Ну, я не мог просто так об этом говорить, об этом нельзя. В 1944 году, в 90-м, просто так нельзя говорить. Вот, и я пошел на митинг 24 ноября, который, в общем-то, блокировали площади, планировался митинг. Все собрались возле нынешней старой автостанции. Я прихожу туда, там группками стоят, молодежь и так далее, а я с Магомедом Евлоевым поддерживал контакт в телефонной связи. Он мне говорит: Рус, ты же видишь, говорит, я даже его не вижу, меня там, может, он и видел. Вот, видишь, все разбрелись, надо как-то это завести, перекрой дорогу. Ну, я просто вышел вот на светофоре, этот перекресток, старый автовокзал, и ребят подозвал, и мы перекрыли. Вот тут с площади эти автобусы с ОМОНовцами, и меня одного из первых в автобус и в ГУВД. И вот так вот началась моя история с протестным движением. Объявили, уголовное дело завели. И вот этот следователь Следственного комитета мне вот обвинял то, что я бросил булыжников тогда-то, в октябре, где я вообще не был, я этого не делал. И вот этот театр абсурда начался, активная фаза вот этого театра абсурда, когда ребят пытались обвинить, чего они не делали. Я понимаю, если бы я это делал. У меня уже начались судебные заседания, а мы уже подготовили в январе месяце, 26 января, на площади в Назране митинг подготовили. Вот. Я предвидел провокации. Макшари Паушев, он мужественный человек. Я говорю: Макшари, будут провокации. Говорит: я знаю, нам надо через это пройти. Ну, надо, так надо. Я говорю: тогда с одним условием. Давай сделаем так. Сделаем транспаранты. Мы за административную реформу, за курс Путина, концепция административной реформы, долой коррупцию там, и так далее, и так далее. Вот. Он сначала не сторонник, но потом выслушал меня, убедился, что это, да, действительно будет лучше. Вот представьте, идут ребята с этими лозунгами: мы за курс Путина и так далее, а их дубинками. А их дубинками. Там один паршивец, когда уже разогнали ребят, 1,5 метра ростом, наверное, у него этот автомат Калашникова, как он сам. И он над головами, рядом со мной стоит паршивец, над головами ребят из автоматной очереди. Та-та-та-та-та-та. Я говорю: что ж ты делаешь? Он говорит: что хочу, то и делаю. Ну, я на ингушском языке имею в виду. Я говорю: что ж ты делаешь? Он говорит: что хочу, то и делаю. И довольный. Вот он, самовыражение такое. Вот он самоутвердился. Показал себя перед своим начальством, как он умеет над головами калашом запугивать. Там были провокации, подожгли газету «Ингушетия», эту редакцию, и так далее. Ну, и все это забурлило.
Вот. У меня судья была женщина, Аза Газгереева, да, замечательная женщина, мужественная. Она меня оправдала. 5 месяцев шли судебные заседания. Она требовала, чтобы этого засекреченного свидетеля привели в суд. Пусть он будет в маске там, и так далее. И пусть подтвердит свои показания. Потому что это обвинение опиралось на засекреченного свидетеля. Вот. Так они не привели этого свидетеля. Вот. И она меня оправдала. Позже ее убили. Буквально у порога дома она собиралась на работу. Вот, к сожалению, я заметил вот эту тенденцию лучших людей в Ингушетии и молодежь, и людей, вот действительно уникальных людей, их просто истребляют, физически истребляют. Магомед Евлоев, Макшарий Павшев, Султан Герехов, Аза Газгереева, ряд там бесконечный список можно зачитывать. Молодежь, вот период правления Зязикова, молодежь, которая, они там где-то как-то работают на стройках, там, сварщиками, кем угодно, водителями, исповедуют ислам чистый, не курят, не пьют, домоседы. Их вылавливают, когда они идут в мечеть. Прямо вот как это, на охоту выезжали эти воронки, вот, вылавливают и все. Либо они пропадали без вести, либо их находили уже трупами. А известно, кто за этим стоит? Известно, кто за этим стоит? Кто за этим может стоять? Тех, кто не заинтересованы в том, чтобы в республике был порядок, чтобы в республике был покой. В тот период закончилась чеченская кампания, нужно было что-то такое еще. Но это еще не получилось. И вот эти вот практически, я это вижу, что это были своеобразные так, провокации каких-то сил, которые вот стимулировали все эти процессы, жуткие процессы уничтожения генофонда Ингушетии. Откровенное уничтожение. Главное, обратите внимание, наркоманов, пьяниц, бездельников, шалопаев. Их не трогали. Трогали именно тех, кто действительно чист. И перед законом, и перед совестью, и перед людьми. Вот именно таких. Руслан, ну к этому могут иметь отношение официальные силовики? Вы знаете, дело в том, что я адресата не знаю. Я вот хотел немножко, позже я небольшую справочку вам дам. Это глобально идет, глобальное противоборство ингушей, оно исторически идет. Тысячелетиями, что называется. Вот эта борьба за выживание. Мы как кость в горле, как этнос, мы как кость в горле у всех империй, которые здесь были, там, начиная с Чингисхана, Тамерлана там, и так далее, до них хазары были, мы как кость в горле. Дело в том, что вот нам пытаются навязать и наши там историки государства Алания, там, да не было, если была какая-то Алания, то мы, свободные ингуши, никакого отношения к этим аланам не имеем. Мы самодостаточны. Мы не могли быть в каком-то государстве под каким-то царем там или князьями, потому что мы самодостаточны. Мы никогда не были ни под князьями, ни под боярами, ни под царями. Не было в нашей истории этого. Я, если хотите, у меня есть небольшая справка, зачитаю. Поэтому мы не были аланами. И вот это любая империя, любая власть, любая система, она пытается истребить свободолюбие. Вот эту независимость нашу, она хочет в корне истребить, искромсать всеми доступными методами. Культуру нашу пытается изничтожить, там, историю, там, папаху ингушской истории, кто только не примерял здесь.
не впору она им, к счастью. Как только не примирялись, кто только не примирял папаху истории ингушского народа. Но она им не входит, потому что она слишком большая. Не умещается она ни на какую, там, ни на какой этнос. В принципе, известно, и мне вот лично, как человек, который определенное время прожил в Ингушетии, там пару лет я жил в Ингушетии, в Назране, что достаточно монолитная нация, особенно очень сильно скрепленная родовыми, там, племенными отношениями, тейповыми отношениями, как вот местные сами силовики, которые, те же ингуши, которые служат в той же полиции, там, в тех же там спецслужбах, может быть, в армии, там еще где-то, как они относятся к своим, ну, грубо говоря, родственникам, которые участвуют в протестном движении? У нас масса замечательных, порядочных ребят во всех структурах, не только в силовых структурах, и в государственных структурах. Вот. И они, насколько могут, они содействуют, помогают. Вот, допустим, сейчас, вот, когда начались вот эти аресты, задержания там, вот, они помогли многим из наших избежать, ну это же незаконные задержания, незаконные аресты, помогли избежать эти задержания, ну, успели, что называется, вовремя из республики выехать. Вот. И благодаря им мы имеем какую-то информацию, они не могут, конечно, это открыто делать, и мы не можем называть их имена. Но они нас поддерживают максимально в государственных структурах и силовых структурах. Вот. Это порядочнейшие люди. Но они вынуждены работать. Надо же кормить как-то семью, надо что-то делать. Я в свое время был управделами уполномоченного по правам человека. Мы с Жамбулатом Оздоевым с нуля начинали эту работу. У нас даже ни одного нормативного документа не было. Вот. Мы быстро наладили, он профессиональный юрист, преподаватель, бывший преподаватель университета, он сейчас, по-моему, преподает. Вот. Его теория, моя практика. Мы быстро наладили полноценную работу. Вот. Но, к сожалению, не удалось мне остаться на своей должности в силу объективных обстоятельств. Вот. Но, тем не менее, есть масса людей, которые готовы. И, в сущности, многие из них теряют работу. Допустим, масса примеров, когда люди, вступившие вот, даже вот осенью прошлого года, в октябре, когда вопрос коснулся соглашения, многие люди лишились своей работы из-за этого инцидента. Вот. Ну, Зарифиса удалось восстановить свои права на работе. Но, тем не менее, сейчас ей приходится скрываться. Мало того, что ей наложили штраф 20 тысяч, вот, но есть информация. В двух словах для наших зрителей, кто может быть не в курсе, напомните, кто это, о чем речь, просто чтобы зрители знали. Замдиректора по научной работе реального комплекса жертвам репрессий. Ну, это вот через дорогу с Назрани в поле стоит, знаю. Да. Эти башни, которые вдоль Бакинской трассы, вот этот музей-мемориал, она освещала и осенний митинг практически весь. Такой стойкий оловянный солдатик, такая замечательная жизнь, ну, просто уникальный человек. И здесь тоже, вот когда 27-го утром вот это все было, она в гуще событий, она вела прямую трансляцию всех происходящих этих событий 27 марта. Вот. И ее пытались уволить. Она судилась, она доказала свою правоту, осталась на работе, но когда начались вот эти репрессии, вот эти задержания и так далее, ну, поступила информация, опять же, от людей, которые неравнодушны к судьбе протестного движения, к людям, которые участвуют в этом протестном движении. Ей сказали, тебе бы лучше пока исчезнуть, потому что тебя тоже могут привлечь к ответственности. Руслан, а вот в этой связи как раз сразу же вопрос. Вот обратите внимание, вот недавнее задержание в Минске, столице Беларуси, Исмаила Нальгиева. Это уже не уровень Евкурова, это не уровень МВД Ингушетии, это уровень МИДа.
То есть это означает, что этим уже занялись-то на самом высоком уровне в России. Это было ясно сразу, когда вот 27-го утром я не смог пробиться, когда Зарипова вела этот репортаж, я ранняя птаха, рано встаю, я следил, у меня Wi-Fi, я следил за этим, и я собрался поехать туда, я не смог пробиться на площадь, потому что там невозможно было проехать. Вот. И когда приехал домой, понял, что вот теперь все, мы попали. Мы попали в том смысле, что это уже не местечковое событие. Ну, особенно с учетом того, что силовики приехали в основном с других регионов, которые у вас сейчас там работают. Так же? Столкновение это было не с нашими. Наши как раз силовики пытались разнять, пытались как-то стать барьером всему этому происходящему. И это было, что называется, пощечина, сами понимаете. Кстати, кто-нибудь отслеживает вот судьбу этих 19 ребят, которых уволили из МВД? Да, я последний раз недели 2 назад встречался с одним из парней. Вот. Они пытаются, ну, через суды, через своих адвокатов пытаются восстановить свои права, но мне кажется, это бесперспективно в наших условиях и в этой ситуации совершенно бесперспективно, но тем не менее надежда умирает последней, что называется. Вот такая ситуация. Изабелла Егорова, я хотел отметить, это журналист, тоже очень мужественная женщина. Вот, она, ну, я просто вот завидую ее стойкости. Мы, когда снимали съезд тейпов ингушского народа, вот осенью, она вот как начался этот съезд, он 5 с лишним часов. Она вот как была, съемку вела, и там мальчик, не знаю, это сын ее или родственник, мальчик только успевал эти батареи, знаете, менять эти батареи, она вот снимала, вот, ну просто вот прямо, ну, уникальный журналист вообще, уникальный человек. Она сейчас тоже в бегах, откровенно говоря. В своем интервью МБХ она сказала, сама дала интервью и сказала, что у нее есть сведения, что ее тоже сразу. Кстати, Руслан, а вот мы сейчас поговорили о силовиках, в какой-то степени вы затронули роль там блогеров, журналистов, честных, порядочных, скажем так. А как себя ведет и как влияет на ситуацию? Мы сейчас не будем зрителям напоминать ситуацию, потому что практически каждый день мы делаем репортажи об Ингушетии. Вот. А сейчас просто посмотреть на картинку изнутри. Как себя ведет и как влияет на ситуацию исламское духовенство, потому что влияние духовенства очень серьезное в республике. Да, это действительно, это важный вопрос. Вот я присоединяюсь. Здесь очень такой щекотливый вопрос. Дело в том, что если духовенство проявит какую-то активность, они же сейчас в оппозиции практически с Евкуровым. И если они хоть какую-то активность непосредственно проявят, то тогда уже, я уверен, что уже не Евкуров будет ими заниматься, а ребята из Кремля. Против духовенства в современной России, где клерикализация идет семимильными шагами? Я не ослышался? Вы не ослышались. На мой взгляд, опять же, это моя точка зрения, если они сейчас как-то заявят, ну, о себе, поддерживают это протестное движение, ну, активно заявят, там, будут проводить какие-то акции, мероприятия, то уже их, я извиняюсь, во-первых, аннулируют в Минюсте, начнут с этого там, и начнется процедура расформирования и создания альтернативного. Вот недавно, на днях, на прошлой неделе в сетях Евкуров собрал НКО, якобы общественников, против пыток, там что-то такое, какое-то мероприятие, где там внесли предложение, чтобы задержанных и последственных далеко не увозили от дома. Ну,
А этот вопрос давно обсуждался и в Общественной палате Российской Федерации, там, в различных инстанциях, но они вот якобы инициативу проявили. Ну, настолько все это, и эти люди, эта группа общественников, якобы представляют общественность Ингушетии, их тиражируют на официальных. Ну, понятно, это псевдоструктура такая. А вот скажите... Это вот то же самое с духовенством. И... То есть вот прям более конкретно, я знаю, есть такая традиция, это обычай по пятницам собираться на молитву, да, вот у ингушей. Да. То есть вот в ходе этой пятничной проповеди вообще никак не отражаются протестные вот эти все вещи? Ну, относительно. Дело в том, что вот тут у нас есть такие одиозные, что называют, религиозные деятели. Некоторые открыто, но они не то чтобы протестные какие-то выражают свои позиции протестные, они указывают, что есть вот такой недостаток, ну, в обтекаемой форме. Потому что если будут какие-то острые, резкие выпады в сторону власти и так далее, ими церемониться не будут. Но тогда, Руслан, опять же в этом ключе вопрос. Вот у нас, ну, когда мы делали репортажи с Сашей, ну, у нас тоже есть источники в Ингушетии. И вот когда Ахмед Хаджи Османовича Барахоева, старейшину, его перевели во Владикавказ, вот некоторые высказали, я подчеркиваю, опасение, что это провокация, что именно перевезли, что это может вылиться в религиозные столкновения. Вы согласны с этой точкой зрения или нет? Можно я небольшую сноску сделаю и немножко прокомментирую. Вот создается такая аура, что если перевели Владикавказ, якобы мы с осетинами на враждебных позициях и так далее, что ему там будет очень плохо. Не будет этого. Прошло то время. Сейчас осетины уже не те, которые были там в 90-х годах, и даже и руководство, и масса людей. Я дружу, я же учился с ними, у меня масса друзей. Я когда в 2000 году вернулся домой, очень опасно было ездить ингушам. Я свободно ездил своим друзьям на дни рождения, на всякие мероприятия, там, на свадьбы. Просто они ко мне приезжали сюда. Я к чему? Уже не та ситуация. Вот, к примеру, приведу Магомеда Хазбиева. Он находился в СИЗО Карабула. Почему-то решили, что поймет там, его перевели туда, а он на протяжении 10 лет, там, с 8-го года, на всех площадках средств массовой информации, на митингах, в Москве, там, в любых местах, он на протяжении практически 10 лет все время говорил и о коррупции в республике, и нарушении прав, и о пригородном районе. Эти аспекты он все время затрагивал. Он на всех площадках. То, что вот сейчас, последние, с осени прошлого года, это звучит из уст нынешних лидеров протестного движения, он об этом 10 лет говорил. И его перевели из Карабулака во Владикавказ, якобы для того, чтобы ему там усилить, ну, в общем, прессинг какой-то там, чтобы на него оказали. Ничего подобного. К нему с уважением относятся все там. Даже был там небольшой инцидент в прошлом году. Ну, перед тем, вот как его уже отправили этапом. Его там кто-то пытался, вот когда это соглашение произошло, кто-то пытался из сотрудников упрекнуть. Вот, мол, ты здесь пригородный район, а как вас ваши братья-чеченцы подставили? Я не знаю, насколько это правда, но, по-моему, леща дал этому сотруднику, и там инцидент мог назреть, но правозащитники Осетии, именно правозащитники Осетии, усиленное, когда узнали об этом факте, стали оказывать усиленное внимание Хазбиеву, и это как бы, ну, увело в сторону вот этот инцидент.
Вот. Я что хочу сказать, у них масса порядочных. Вообще народ, замечательный народ. Но, к сожалению, руководители, они, в общем-то, ставленники Кремля, как и у нас здесь ставленники Кремля. И вся политика, которая происходит не только у нас, на всем Северном Кавказе, это все политика кремлевских хлыщей. Ох, извините, месяц Рамадана я все-таки вырвал. И завершая вот эту вот тему, я хочу задать конкретный вопрос. Что-нибудь известно о условиях содержания, о судьбе Ахмеда Барахоева, который, напоминаю, находится в ФСБ в СИЗО номер 6, в изоляторе ИВС номер 6 города Владикавказа? Ахмед Хаджи Малсак Ужахов чувствует себя прекрасно. Отношения к ним замечательные. Я буквально вчера вечером беседовал с адвокатом Малсак Ужахова. Вот. Никаких претензий в своем содержании у них нет. Они, наоборот, вдохновляются. Кстати, вот я хотел поблагодарить Юнусбека Бамангереевича Евкурова за это соглашение. Именно благодаря ему ингушский народ прежде всего сплотился. Мы увидели истинное лицо руководства Чечни и Осетии. Именно благодаря ему мы увидели истинное лицо наших парламентариев, чиновников, депутатов Госдумы, Сената. Мы увидели наглядно, весь, что называется, балласт, мы увидели. Теперь мы знаем, кто есть кто. Вот. За это ему большая, глубокая благодарность. Понятно. Саш, у тебя был вопрос. У меня такого плана, я пытаюсь все-таки разобраться в этих вот слоях ментальных, психологических вопросов, социального вот этого всего единства. Значит, хочу сказать, как себя ведет в настоящий момент та часть интеллигенции, которая может влиять на сознание людей. Я имею в виду учителей, преподавателей вузов, там, техникумов и так далее. Они каждый день воздействуют на сознание молодежи. Как они себя чувствуют и как они себя ведут? Давайте посмотрим на реалии. Каждый из них хоть какой-то кусок хлеба в нашей нищей республике, в нашем нищащем в России регионе, хоть какой-то кусок хлеба приносит домой. Если они хоть какую-то активность проявят, сами понимаете, они будут лишены работы. Даже вот мероприятия, которые официальные мероприятия проводятся, они даже когда не идут на эти мероприятия, они рискуют лишиться работы. Вот. Буквально я так понял, позавчера я читал заметку, достаточно такую язвительную, о том, что там проводился День славянской письменности и культуры, 23 числа, если не ошибаюсь. Я посмотрел на фотографии, стоит детский хор на трибуне, на сцене, и пустая площадь. И они поют там перед этими фикусами и кактусами, которые растут там на грядке. А больше там 3 человека, по-моему, кстати, из числа учителей стояли только на площади. Вы ответили на свой вопрос в сущности сами. Все это искусственно. Вот я вам говорил об этих общественниках, которых вот нас собрала небольшая группка. Там не было практически общественников. Их никто. Единственный человек, которого мы знаем, это вот Цуров Аюб, живой человек, он по пропавшим без вести комитет. Вот. Это порядочнейший человек. Но он, понимаете, он настолько, вот, как сказать, у нас говорят, маленький ангел. Знаете, он действительно кристально чистый человек. Но его пригласили, он пришел. Его пригласим мы, допустим, вот, протестный две, он к нам придет. Вот, понимаете, он не политик, не этот. У него есть всегда свое мнение. Вот, и он не хочет как-то вот себя противопоставлять кому-то или чему-то. А остальные все это безликая масса. Но вот опять вернемся к этому, к нашим муфтияту, допустим. Если муфтият как-то себя проявит, их найдут способ по всем бумагам, как-то их ликвидировать по бумагам, и создадут, прямо будут воспевать оды
новому муфтию там и так далее. Нельзя рисковать, потому что смысла в этом никакого нет. Мы рискуем. Вот я сейчас беседую с вами, я рискую. Да. Можно это уже... однозначно. Ну а тогда вот с точки зрения такой посмотреть. Сейчас основная масса активистов находится под стражей, скажем так. Также, ну вот эти 26 человек, которые сидят в следственном изоляторе, кто в Нальчике, кто в Владикавказе, вот, ждут расследования, ждут суда. Мы знаем, что практика сегодняшняя правоохранительная и судебная складывается так, что оправдательных приговоров в России практически не бывает. Это все прекрасно знают. 0,25%. На ваш взгляд, какова перспектива развития протестного движения, какова, по большому счету, перспектива самой Ингушетии? Да, и вот я дополню Сашин вопрос, ну, такой, может быть, эмоциональный. Сломают ингушей или не сломают? Никогда в жизни. Я же вот начал вам с 2007-2008 года, и мы всегда одних убивали, кого-то сажали, кого-то убивали, но мы, как птица Феникс, что называется, восстаем из пепла. И не сегодня, завтра будет новая волна, и мы накапливаем силы, допустим, участь на ошибках, что называется, и впитывая какие-то положительные, позитивные мотивы прошлых лет, мы еще больше. Сейчас очень много, я очень радуюсь, сейчас очень много продвинутой молодежи, грамотной, чутко чувствующей и политическую ситуацию и в стране, и в республике. Нас уже, мы не победим. Ингуши не победим. Ну, извиняюсь за пафос, но это так. В принципе, пройдя столько испытаний, эта практика подтверждает все это. Естественно, и Кавказские войны 18-19 веков, и все эти события в 20 веке, конечно, достаточно мрачные, но которые и закалили народ, и показали, что он действительно, его уничтожить невозможно. Кстати, вот такой вопрос, тоже чисто познавательный, ну, может быть, зрителям будет интересно узнать, какова роль и как себя в данных условиях ведет достаточно знаковая фигура для Ингушетии, первый президент Руслан Аушев. Ну, он приезжал, вот только вот осенью он приехал, отметился. Вы знаете, он, ну, уже возраст, возможно, и он подустал. Ему, честно, я вот, насколько я знаю, даже когда создавалась Республика Ингушетия, еще, он был против создания Республики Ингушетия. Но когда он стал все-таки президентом, ну, это практически единственно всенародно избранный президент. У нас больше президентов не было. У ингушей вот за всю их историю единственный президент, которого избрал народ, это был Руслан Аушев. Но тем не менее, у него, как сказать, интересы другие. У него минимальные были интересы в адрес ингушей. Он больше заботился и интересовался судьбой чеченского народа. В общем-то, очень много провел каких-то мероприятий в интересах Осетии, там, когда был президентом. Он знаковая личность, он мужественный человек. Это, что называется, символ России на Кавказе. Символ России на Кавказе. Но для ингушей, к сожалению, он, ну, не желание какое-то вот у него, я вижу, какое-то нежелание что-то делать. Именно для ингушей. Он будет готов на смерть пойти за кого угодно, вот, но только не за ингушей. Вот так сказать. Интересно. Своеобразная точка зрения, я понял. Я просто лично был с ним знаком, когда жил и служил в Ингушетии, поэтому мне интересно, как он сейчас, как он участвует в этих событиях. То есть практически его участия вот в последних событиях нету, да? Ясно. Понятно. Ясно. Руслан, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Я надеюсь, это наша не последняя встреча. Я надеюсь, вы окажете нам честь, что расскажете нам о событиях в республике. Итак, друзья, вы слышали точку зрения эксперта общероссийского движения за права человека Руслана Албакова-Мерхи.
Ну, я как всегда... Мярчки. Мярчки. Простите, пожалуйста. Я прошу прощения для аудитории. Я переведу, что такое на ингушском языке мярчки. Моя башня в горах, ну, вернее, нашей фамилии, нашего рода, тейпа, вот, называется Мяшхи. Вот. Я же публикуюсь, мне нужен был, что называется, Албаковых много. Есть Тумгоевы, Албаковы, Барахоевы, Хамхоевы, Мелхистинцы Албаковы, чеченцы Албаковы есть. А мы Машхоевы. Зурабовы, Машхоевы, вот наши братья. Вот. И чтобы печать у меня не было дневника, я хотел приписать название своего башенного комплекса Мяшки. Но я спрашивал, поскольку я здесь не жил и плохо знаю родной язык, у лингвистов, как перевести Мяшки. Один из старейших лингвистов республики мне сказал: ты знаешь, возможно, в ингушском языке очень часто в топонимике, в именах выпадают согласные. Вот есть имя Малхтак, Жахов Малсек. А на самом деле Малхсек. Мах – солнце, сек – человек. Солнечный человек, Малсек. Но Х выпало, Малсек осталось. И он говорит, возможно, не Мяшхи, а Мярешхи. Благодатный источник. Мяш – благодать. Хи – источник, Мяршхи. И он говорит, действительно, рядом с вашим комплексом 3 горные речки соприкасаются, вливаются в одну, и есть источник. И вот эта местность, она своеобразное священное место будет. И, возможно, правильнее благодатный источник, Мяршхи. Мяршхи. Вот я так себе эту приставку. Второй такой фамилии среди ингушей двойной нет. Албаков, Мяршки. Понятно. Тогда я подчеркиваю. Итак, друзья, вы слышали точку зрения Руслана Албакова, Мяршки, благодатный источник. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. До свидания. До свидания.